Күземнең карасы, күңлемнең санасы, бетми шул эштәге гашыкның ярасы. Җырлайын, җылайын агызып күз майын, әйтүгә килгәндә калкама сүздәен. Казакның данасы, яшелкән агасы, бар микән шундый бер адамның аласы. Йөрәктән кузгаеп, әдәптән узмаеп, үзе дә белмиме, күп сөйләп сүзмаеп. Для меня Абай как солнце, как небо, как луна, звезды, как ленточный бор, Михайловские озера, святой ключ и широкая необъятная степь. Одним словом, Родина. К 170-летию Абая мы с поэтом из Семея, член Союза писателей Казахстана и России Евгением Титаевым написали песню для детей, учащихся татарской школы искусств. Они ее с удовольствием поют. Если мама споет колыбельную, то приснятся счастливые сны. Ведь у мамы любовь беспредельная, очень деткам те песни нужны. Если бабушка сказкой поделится, все печальки уйдут никуда. Сказка вам не пустая бездельница, помогай нам в жизни всегда. А истории все занимательны, про степной удивительный край. Понимал это мальчик внимательный, рассудительный мальчик Абай. Годы мчались, тулпары волшебные, он запомнил и в мудрой поре. Песни мамы Олжан задушевные, сказки бабушки ведь доброй зере. А теперь давайте послушаем, что говорят о великом Абае выпускники Татарской школы искусств и друзья школы. С праздником, дорогие друзья! В этом году весь Казахстан отмечает день рождения великого поэта, просветителя, композитора Абая Кунанбай-Улы. Я училась в Татарской школе искусств. На данный момент учусь в Германии, в городе Эссен. И песня Абая «Күзімнің қарасы» всегда со мной, поэтому я бы вам хотела ее исполнить. Мой папа, известный татарский драматург и общественный деятель Туфан Миннуллин, был очень тесно связан с Казахстаном. Еще юношей он приехал в Казахстан на целину, и тогда еще близко познакомился с казахами и сохранил на всю жизнь уважение к казахскому народу, его культуре. В дальнейшем он дружил с казахскими писателями, которые сейчас по-настоящему считаются классиками казахской литературы. И в его библиотеке были книги казахских авторов, в том числе и на языке оригинала, и он их читал по-казахски. Я также помню огромный памятник Абаю в Алмате у подножия Коктебе на пересечении улиц Абая и Ленина. Сейчас это улица Досток. Мой муж родом с Казахстана, и он мне тоже очень много и очень часто рассказывал об Абае. Он, в частности, был в родном селе Абая, в селе Караул, и сохранил самые теплые воспоминания об этом селе. Мы с ним вместе прочитали двухтомник Ауэзова «Путь Абая». Мы с ним читаем стихи Абая. Наши языки, казахский и татарский, родственные, поэтому нам близка и понятна и мелодия, и ритмика абаевской поэзии. Көзімнің қарасы, көңлемнің санасы, бітпейді ішімде,
ғашықтық жарасы. Также мы вместе с мужем перечитываем слова назидания Абая, где говорится о татарах и выражается позитивное отношение к нашему народу. Для каждого татарина дорого имя Тукая, и мы понимаем, как дорог Абай казахскому читателю. Поэзия интернациональна. Она говорит о сокровенном на сокровенном языке. Давайте же читать Тукая, давайте читать Абая, давайте читать Пушкина. Это же так прекрасно. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, милләттәшләр. Вас приветствуют новосибирские татарские организации от имени региональной татарской национально-культурной автономии Новосибирской области, Новосибирского областного татарского культурного центра. От всей души я поздравляю всех казахстанцев и не только с юбилейной датой, со 175-летним юбилеем великого поэта, мыслителя, философа, мастера художественного слова Абая Кунанбаева. И хотелось бы прочесть отрывок из его стихотворения. «Пусть будет хладен ум твой, словно лед, пусть сердце теплотой к себе влечет, будь сдержан, терпелив на всякий случай, иначе над тобой зло верх возьмет. Когда судьба с отчизной разлучит, пусть сердце только мудрость сохранит, иначе зло тобою овладеет. Запомни, ведь иным путям не быть. Безумцы злы всегда, у них нет чувств, так как нет сердца, счастье миг им чужд. Ведь если сих вещей лишить сплочения, науке даже будет труден путь». Здравствуйте, меня зовут Райхан, я живу в России, в городе Новосибирске. Для меня Абай – это образец мудрости, образец культурного человека и вообще образец казаха, настоящего казаха. Я хотел бы прочитать его стихотворение. «Только юность одна, жизни счастливый цвет, но не надейся, что ты так и не будешь сед. В юности только мы веселы и бодры, старость придет, и вдруг видишь, что счастья нет. В юности дело нам весело распевать, острым словцом своим шуткою задевать, гордо в аулах ходить, нежно к девушкам льнуть. Лучшего счастья нам будто бы и не знать. Мудрый такую жизнь лишь пустяком сочтет. Лучше учитесь вы и умножайте скот. Девушку любишь, люби лишь свою, одну. Ну, а падок на многих жалкий ты сумасброд. Часто не о скоте думает молодежь, тратя в забавах дни, и до беды дойдешь. В юности прежде всего надо учиться нам. Если лишь учиться нельзя, честным трудом проживешь. Пиршество где-нибудь, ты пышный берешь наряд, на удалом коне прогорцевать ты рад, но худеет он, минет скоро почет. Пусть же суетный пир твой не прельщает взгляд. Сдержанность – вот твой щит, верный признак ума. Трудности побеждать учит нас жизнь сама. Как увлекаться нам смехом таким пустым, пусть же будет твоя воля всегда пряма. Как невелик твой пыл, не отдавайся ему. Встретишь ли на пути страшных несчастья тьму, будешь скитаться ты, хлеб выпрашивать свой, беспечность твоя вовек не приведет ни к чему. Часто до гроба уродует щегольство, ставь же ему предел, не поощряй его. Вором может стать, нищим в лохмотьях тот, кто не может трудом себе добыть ничего. Разуму не научил нас с юных лет отец, родичей нет, чтоб ум занял у них молодец. Жаль годов молодых, ушедших в щегольство, уж не придется к тебе раскаяться, наконец. Юношей уже нет, кто бы меня понимал, и от напрасных надежд каждый смертельно устал. Чтоб никто не мог старцев нас упрекнуть, скромные эти слова я для других написал.
Temsale kalam kas daha sağan malkam bas ezilip seni sağınğanda ağa gözden estekeceğiz ezilip seni sağınğanda ağa gözden estekeceğiz Sindeyi solu kız tuğmaz Tuğsa sinma din bulmaz Der yüzünden başı kavar Yaş yüreğim unutulamaz Der yüzünden başı kavar Yaş yüreğim unutulamaz Maydağına yersem de Söz ederek olar Ölsem de Gönlüm seninden ayrılmaz Görmesem de Görsem de Gönlüm seninden ayrılmaz Görmesem de Görsem de Gönlüm seninden ayrılmaz Görmesem de Görsem de Görmesem de Görsem de Что ты ищешь, душа? Что тоскуешь? Ты отринь от себя покров лжи. Сядь поближе и потолкуем. Что ты мечешься, мне скажи. Эти прекрасные строки великого поэта Абая Кунанбаева. У каждого народа есть свой Пушкин, свой Тукай и свой Абай Кунанбаев. Уважаемый Семипалатинск, Казахстан, поздравляю вас со 175-летием со дня рождения великого поэта Абая Кунанбаева. Ведь велик и горд тот народ, который знает свои истоки, чтит память. У вас есть такой великий поэт, он не только поэт, мыслитель, философ. Я вас поздравляю с этим великим, красивым праздником. Здравствуйте, я Руслан Тураев, лауреат международных конкурсов, преподаватель Татарской школы искусств. Хочу поздравить всех со 175-летием великого поэта, философа, основателя казахской литературы Абая Кунанбаева. А его потомкам хочу пожелать гордо нести наследство великого Абая. Всем счастья и здоровья. В этом году весь мир отмечает 175-летие великого поэта, писателя, мыслителя и моего земляка Абая Кунанбаева. Находясь вдалеке от родины, в настоящее время я проживаю в Америке, в городе Нью-Йорк, я всегда с честью и гордостью исполняю произведения Абая Кунанбаева. И сейчас, пользуясь случаем, хотелось бы исполнить отрывок из песни «Көзімнің қарасы». Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы.
об этом выдающемся человеке я узнала еще в школьные годы. В разделе «Национальная литература» была статья об Абае. Но самыми серьезными проводниками в мир Абая стали два человека. Известная советская писательница, поэтесса, человек, который провел более 10 лет во время сталинских репрессий на казахстанских рудниках Караганды, Руфь Тамарина. Она с огромной любовью рассказывала о своем друге Мухтаре Ауэзове, авторе популярной книги «Путь Абая». А второй человек, проводник в мир Абая, это Николай Поправка, преподаватель ТГУ, историк, выходец из Казахстана. Они, по сути, влюбили меня в этот мир степей, в мир номадов, который представить без уникального миротворца, реформатора Абая, просто невозможно. Поздравляю всех казахстанцев, потомков этого выдающегося человека с его юбилеем. И хочу напомнить его же слова из речи Абая на Балыкбекском съезде 4 племен. Времена меняются, и законы стареют. Открылись новые пути борьбы с такими тяжбами, пожирающими наш мир, дробящими наше единство, позорящими нашу честь. Законы должны служить миру и спокойствию в обществе, нести справедливость, защищать интересы молодого поколения, которое стремится к новому укладу жизни. С юбилеем Абая! Будьте достойны его!